Күнә көрсең, күшпен тый. Көнбесе сөзбен, дұғамен тый дейді. Бірақ қазіргілер сөзге көне ме? Әрине жоқ. Дін үшін күрес. Бұл Құдай ісі. Ұқтың ба? Балам-ау, қайтшы үйге. Сенің көзің ашық еді ғой. Қайтесің? За религию я интересовался уже давным-давно. Ну и вот такой вот момент получился. Братья объяснили, что такое религия, что такое ислам. Вот. И вот так я начал совершать намаз. Именно касаемо хукма человека. Мне объясняли так, если, допустим, моя мать не в моей религии, то есть является не мусульманкой, является крестьянкой, то я не могу с ней сидеть за одним столом. Я не имею права, допустим, называть ее мамой или тому. Я должен от нее отказаться до тех пор, пока она не принесет покаяние и не примет ислам. Таких примеров очень много есть. Начиная от ненависти своих родных, ненависти близких, ненависти государства, заканчивая самоподрывом. Некоторые люди считают закон это тагутский. Тагутский закон это если человек, допустим, я обращаюсь с ходатайством в суд на условно-досрочное освобождение или что, я для них автоматически становлюсь кафиром. Почему? Потому что я обращаюсь не к шариату, не к кому-либо, а к тагуту, да. Я раньше так это считал, но благодаря некоторым людям, знающим, как имамы, теологи и книги, начинаешь понимать то, что оно не так. Я считаю то, что если человек хочет брать знания, это надо интересоваться у тех людей, кто знает, что, как это делается и что почем. Потому что любой человек, я могу тоже много чего наговорить в свою пользу. И человек, наслушавшись меня, будет делать то, что я ему буду велеть. А хотя на самом деле это будет противоречить рамкам шариата. Поэтому лучше брать знания у тех людей, кто знает, или из книг, которые правильно как трактуют религию ислама. Почему? Потому что есть множество запрещенных книг. Не скрываю, я сам их читал, но позже, прочитав другие книги, ты понимаешь, что тебя просто глупо, тупо вводят в заблуждение цели чего-либо, корыстной цели своей. Раскаяние, конечно, оно есть. Почему? Потому что во многом заблуждался, во многом что-то делал неправильно. Надеюсь на прощение Всевышнего.